Все течет здесь у нас, стекло вообще напрочь все. Вот по стенке, вон все стены, двери, все на свете. Во всех комнатах текло у нас. Жители многоэтажек по адресу Пионерская, 17, Клары Цеткин, 2 и Горняков, 50 надолго запомнит роковой субботний день, 4 июня. Радость от начавшегося капитального ремонта кровли продлилась недолго. Только рабочие успели вскрыть крышу, как начались проливные дожди. Знали, что будут дожди. Почему они скрыли вот это вот все, и никаких, у них не было материалов, это мы-то от этого не должны страдать. Вот как оно все лилось, тут и на холодильник. Полы вон тоже не должен снимать однозначно все. Если все это прям лицом и в зале, и здесь, и вот это, они сами подрядчики привели этого, как его, кто-то занимает. Мастера, да? Ага, они нам воду спустили. И теперь вот сказали, пусть они просохнут, а потом люстр поставить. Люстры тоже все замкнули. Одна сгорела вчера, он возил ее в ремонт, отремонтировали. Ну вот теперь вроде. Но у нас сильного, как вот у них, нету такого у нас. Мебель вот по этому шкафу все текло, прямо оттуда вот так сюда текло. И на стенку в зале текло все. Телевизор, вон кровать, все убрали в другое место, потому что все текло напрочь. Прям ручьем здесь даже не было емкости у меня уже подставлять. Все было на этом. Все на свете. По стене текло, они говорят, не видно, говорит. Как не видно, говорю, все видно. Здесь, говорю, вот пока пальцем не ткнешь, они не показывают. Здесь вот видно, там видно все. Я всю аппаратуру выключила. Я пока на крышу ходила. Здесь, оказывается, у меня на аппаратуру все натекло. И на компьютер, и на принтер, и на 2 швейные машинки. Все натекло. Единственное, что это накрывали. Вот пришлось накрыть. Постель была полностью закрыта, мы здесь не спали. В числе пострадавших в основном жители верхних этажей. Что стало с их квартирами, понятно и так. Где-то требуется косметический ремонт, кому-то нужно заменить мебель. Ясно одно – причинен материальный и моральный ущерб. В некоторых квартирах и вовсе невозможно находиться. Вместе с дождевой водой в жилище попала вся грязь, годами копившаяся на крыше. Среди пострадавших есть дети пожилые, которые жить в антисанитарных условиях просто не могут. С 2014 года за капитальный ремонт многоэтажных домов отвечает некоммерческая организация «Фонд Региональный оператор». С тех пор все процедуры, начиная от сбора средств и заканчивая приемкой работ по капремонту, проводятся именно этой организацией. За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились к специалистам рекоператора. По этим домам заключены договора с ООО СУ-1, ООО СУ-8 и ООО «Универсал». На выполнение работ по капитальному ремонту крыш указанных домов перечисленные подрядные организации не обеспечен надлежащий уровень материально-технической базы при проведении работ, что привело к нанесению ущерба жителям. В соответствии с договором подряда они обязаны обеспечить собственникам помещений многоквартирного дома возмещение материального ущерба, нанесенного по вине подрядчика. Поскольку протечка, приведшая к затоплению квартиры, произошла по вине организации, которая выполняла капитальный ремонт, предлагаем жильцам обратиться с требованием о возмещении причиненного ущерба вышеперечисленным организациям. Отметим, что подрядные организации заключают договора страхования своей профессиональной ответственности при проведении строительно-монтажных работ. Пострадавшие требуют возмещения ущерба. В то же время подрядные организации выдвигают свои условия. Произвести ремонт в квартирах своими силами, естественно, без учета пожеланий собственников жилья. Люди с таким раскладом не согласны. Ведь каждому хочется самому решать, каким будет его жилище. Да и затраты на проведенный ремонт у всех разные. Ну какой они ремонт могут сделать? Вы скажите, что они нам вот такие обои, что ли, купят, заменят? Они какие-нибудь дешевку купят, зачем мне надо? Я по 700 рублей покупала вот эти вот обои. В свою очередь, ответственная сторона в лице рекоператора заверила, что сложившаяся ситуация находится у них под контролем и будет доведена до логического завершения. Пострадавшие жители намерены идти до конца, добиваться возмещения материального ущерба. Безусловно, региональный оператор как заказчик обязан, заходя на дом, передавая его под договору подряда соответствующей организации на проведение капитального ремонта, отслеживать всю текущую ситуацию. При этом собственники помещений при подписании акта выполненных работ должны учесть вот этот ущерб, который они понесли при проведении капитального ремонта. Без их подписи денежные средства на проведение соответствующих работ не будут перечисляться. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.